Это потребность, которая сможет сохранить жизни многим таджикам. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Глава МИД Таджикистана призвал создать пояс безопасности вокруг Афганистана, чтобы поставить заслон на пути контрабанды наркотиков. Заявление Сираджиддина Мухриддина прозвучало на прошедшем 4 и 5 мая заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС в индийском городе Панаджи. В контексте проблематики региональной безопасности и наркотической угрозы Сираджиддин Мухриддин отметил относительный прогресс в согласовании предложения таджикской стороны о создании отдельного, постоянно действующего органа Шанхайской организации сотрудничества антинаркотического центра в Душанбе, а также подчеркнул важность проработки инициативы о создании пояса безопасности вокруг Афганистана, говорится в сообщении МИД Таджикистана. Власти Таджикистана не первый раз поднимают вопрос о создании пояса безопасности вокруг Афганистана и считают, что эта мера призвана стать надежным заслоном на пути контрабанды оружия, наркотиков, незаконной миграции, проникновения в регион членов террористических и экстремистских группировок и идеологии. Президент Эмомали Рахмон, в частности, заявил о необходимости пояса безопасности вокруг Афганистана на сессии Совета Организации договора о коллективной безопасности ОДКБ в январе 2022 года. Рахмон тогда заявил, что возле южных границ ОДКБ в северо-восточных провинциях Афганистана действуют более 40 лагерей и центров по подготовке террористов, в которых находится свыше 6 тысяч боевиков. Со второй половины августа 2021 года из тюрем в Афганистане были выпущены тысячи членов террористических организаций, подчеркнул он. Заявление главы МИД Таджикистана в Панаджи прозвучало спустя неделю, после того, как по сообщению ГКНБ страны вооруженная группа из 8 человек, жителей афганской провинции Бадахшан, с целью перевозки наркотиков, оружия и боеприпасов предприняла попытку пересечь линию госграницы. Контрабандисты не подчинились приказу таджикских пограничников сдаться и открыли огонь из группового оружия. Не выдержав ответного огня, преступники бросили на месте происшествия наркотики, оружие и боеприпасы и, используя темное время суток, сбежали на сторону Афганистана, говорилось в официальном сообщении, опубликованном на сайте НИАТ Хавар. В ходе перестрелки был убит 33-летний Камрон Раджабзада, который работал начальником отдела ГКНБ Таджикистана в Хароге с 2021 года. На месте происшествия задержаны 3 поддельника афганских контрабандистов, все они граждане Таджикистана. Таджикистан разделяет с Афганистаном, крупнейшим в мире производителем наркотиков, границу. Их общая протяженность более 1300 километров. Как вы думаете, спасет ли нашу страну этот пояс безопасности от наркодилеров и террористов? И должно ли уже мировое сообщество на это отреагировать и помочь нашей стране? Или это будет бесполезно даже с поясом безопасности? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!